развития Дальнего Востока разработают сами дальневосточники. Состоялась предварительная встреча с чиновниками. В Нерюнгри конфисковали поддельную алкогольную продукцию. Сколько литров изъяли из оборота. Первый цех в этом году – Удачнинский ГОК. Студенты колледжа познакомились с производством. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года должны разработать не госслужащие в московских кабинетах, а сами дальневосточники. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По его словам, у него уже прошла предварительная встреча с чиновниками по поводу подготовки национальной программы. Напомним, что президент Владимир Путин поручил правительству страны до 1 сентября следующего года разработать национальную программу развития Дальнего Востока. Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и руководители высших исполнительных органов государственной власти и регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. С сегодняшнего дня усилить контроль за безопасностью на ледовых переправах и поставить посты. Такое поручение дал первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников ответственным структурам. Помимо этого, на заседании КЧС обсуждали вопросы безаварийного прохождения отопительного сезона. На сегодняшний день в 28 филиалах жилищно-коммунального хозяйства республики 717 котельных, все вовремя запущены. Температурный режим соблюдается. Напомним, что и в Батантайском районе селе Сакырыр в прошлом году 500 тонн топлива было недопоставлено. Сегодня в Сакыре со стороны Верхоянского района дорожники работают по наращиванию льда на реке Яна, речке Батантай и Сакырыр. На сегодняшний день мы готовность перехода и в автозимники техники готовы, люди работают, поэтому на сегодняшний день температурный график мы не нарушаем, полностью подаем тепло, и в 20-х числах ноября мы думаем, поставим полностью технику и вот, те топливно-энергетические ресурсы по всем котельным, вот, именно Батантайского района, поэтому мы думаем, этот вопрос мы разрешим до конца ноября, и все будет в режимном порядке работать. В Нерюнгри специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно реализацию алкоголя без документов, с поддельными марками акцизного сбора, без акцизных марок и без необходимой информации для потребителей. За 10 месяцев специалисты составили 36 протоколов об административных правонарушениях. Всего из оборота изъяли и конфисковали 143 партии алкогольной продукции общим объемом более 1500 литров. По данным фактам были составлены протоколы об административном правонарушении. Нерюнгринским городским судом принято решение о наложении штрафов на сумму 265 тысяч рублей. Из них 6 объектов были приостановлены за выявленные нарушения. Сейчас в территориальном отделе находится 4 материала об административном правонарушении, по которым ведется административное расследование. В территориальном отделе еще находится у нас более 600 литров алкогольной продукции. В Якутске открыли ежегодный слет юных инспекторов движения. В этом году он проходит уже в 22-й раз. Со всей республики здесь собрались 88 детей. В течение 2 дней, 2 недель ребята будут изучать правила дорожного движения, основы оказания первой помощи, боевую подготовку и многое другое. В конце слета юные инспекторы движения сдадут экзамены. По их итогам будет отобрана команда из 2 мальчиков и 2 девочек, которая примет участие во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Я считаю, что дети самое главное здесь, чему обучаются, это культуре поведения на дорогах. И эти ребята потом по приезду, по окончанию этого слета, они получают удостоверение «Юный инспектор движения». И приехав на места, они помогают нам работать по безопасности дорожного движения в своих школах со сверстниками, и старшими и младшими ребятами. Студенты Удачнинского филиала регионального колледжа познакомились с производством. Первый цех, который ребята посетили в этом году, был обогатительный комплекс Удачнинского ГОКа. Своими впечатлениями студенты поделились с Ириной Балковой. Современное оборудование, непрерывное обогащение и настоящие алмазы, которые многие из них увидели вживую впервые. Студенты Удачнинского филиала регионального колледжа до сих пор под впечатлениями от необычной экскурсии.
Впечатления шикарные. То есть, прежде всего, смотришь на перспективы. Ты видишь все это многотонное оборудование, все вот эти мельницы, вот камни перерабатывающие. В общем, ты наблюдаешь за этим процессом, и действительно тебе хочется уже побыстрее начинать работать именно в этой организации. Едва она завершилась, студенты отметили: обязательно вернемся сюда еще раз. Узнать все тонкости сложного процесса обогащения за пару часов невозможно, равно как и изучить все это только на лекциях. Экскурсия прошла очень успешно, то есть мы видели готовые алмазы, которые только что добыли, саму масштабность этой фабрики, то есть каждый учащийся должен быть, проходить эти экскурсии, чтобы посмотреть, на какой работе и в какой ты среде будешь работать. То есть мы могли увидеть те же самые комбайны, которые перерабатывают, только добывают, сами установки, которые находят эти алмазы. Сам цех очень большой, огромный, нам дали пройти выше, то есть мы видели свысока всю эту промышленность, это очень впечатляет нас. Завершающим и самым зрелищным этапом экскурсии стало посещение алмазной комнаты. Именно здесь драгоценные кристаллы впервые видят свет. Это комната, где они увидели непосредственно эти алмазы, эти камни с огранкой. Им дали даже просмотреть эти камни, как они дают блеск. Следующая подобная экскурсия планируется в автобазу технологического транспорта. Там ребят познакомят с техникой и спецификой производства. После студенты посетят Удачнинский ремонтно-специализированный цех. Показывают, где они будут работать. И что действительно они не просто вот сейчас сидят за этими партами, они непосредственно увидели всю мощь своего предприятия, где они будут проходить и учебную сначала практику, потом производственную, а потом и работать. И что они не просто вот как теорию получают, они увидели на практике тоже то оборудование, с которым им придется в жизни работать. Сами студенты говорят, после таких экскурсий хочется побыстрее защитить диплом и прийти сюда уже не в качестве гостя, а специалиста. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Сегодня в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. Повсеместно проходят акции, классные часы, выставки. Построено на костях человеческих. Это выражение применимо ко многим городам и поселкам Алданского района. В середине прошлого века в Южной Якутии труд заключенных на производствах и на стройках использовался широко. На руинах одного из лагерей системы ГУЛАГ, что в 100 километрах от Алдана, побывали наши корреспонденты. Кто обрел вечный покой под серыми покосившимися крестами и поржавевшими памятниками, никому никогда не узнать. Здесь нет табличек и надписей, и лишь немногие современники помнят, что близ Большого Поклонного креста простирается кладбище узников одного из лагерей ГУЛАГа, ИТЛ-11, известного как Васильевка. По некоторым источникам лагерь образовался в 30-х годах прошлого века. В 50-х зона была ликвидирована. Спустя пару лет Васильевку покинули последние вольные поселенцы. У человека нет будущего, если человек не знает прошлое свое. Суровые порядки, изнуряющий труд и высокая смертность – это лишь некоторые черты уклада ИТЛ-11. Лагерь был рассчитан на 4500 заключенных. Силами узников добывался лес, была возведена электростанция, обеспечивавшая электроэнергией близлежащие поселки. Проложена дорога, часть федеральной трассы Лена. В последние годы существования зоны в россыпях речки Васильевки велась добыча ураносодержащей руды. В планах хотелось бы, конечно, книгу. Это первое. Книгу очень хотелось бы такую иллюстрированную. Сколько мы накопили материалов, хотелось бы все-таки книгу создать. Данные о специфике лагеря и сидельцах Васильевки засекречены. В Алданском районе узников в живых не осталось. Некоторую информацию можно почерпнуть лишь из устных воспоминаний тех, кто был знаком с кем-то из заключенных. Сбором истории занимается преподавательница техникума Варвара Стручкова. По ее проекту в 2009 году на территории кладбища между Большим и Малым Поклонными крестами была установлена часовня. Это большой проект был, долго она продвигала его, и вот в 2009
году часовня изготовилась, значит, в наших мастерских силами помощи наших студентов была вывезена на 100-й километр. Место, обогренное кровью и впитавшие слезы человеческие, так сегодня называют территорию ИТЛ-11. Бывавшие на руинах лагеря современники отмечают необыкновенную энергетику, которая пронизывает буйствующую здесь свободу. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. И в завершении выпуска. Без нее трудно представить ученические будни. Школьная библиотека – обязательное структурное подразделение образовательного учреждения. И у него есть свой праздник – Международный день школьных библиотек. Чем заполнены полки, кто ее хранители и читатели, выясняла Марина Крутихина. Профессиональный праздник Юлия Антипина встретила на рабочем месте. Она библиотекарь школы номер 2. Говорит, нехватки читателей нет. Тишина школьной библиотеки нарушается со звонком на перемену. Кто-то пришел полистать журналы, кто-то взял книгу. Выбор большой. Сегодня фонд школьной библиотеки – это 35 480 учебных художественных изданий, пособий, газет и журналов. И во всем этом библиотекарь обязан разбираться. Все думают, что здесь не сидеть, сиди ты и выдавай книжечки. На самом деле, конечно, работа очень тяжелая, кропотливая. Нужно общаться с детьми, знать литературу, разбираться в технике, потому что сейчас компьютерные программы, очень много в интернете сейчас всяких разных данных, программ, презентаций. То есть библиотекарь этому должна тоже уметь и научиться. Даже в век интернета, когда любую информацию можно получить в сети, школьная библиотека остается востребованной. Вообще я, если честно, читать не люблю. Здесь просто интересные книги, здесь рекорды Гиннесса, почему надо вести здоровый образ жизни. Мне просто интересно, я прихожу, и когда у нас нет уроков, я сюда прихожу, мы играем в мафию иногда, мы читаем книги. Интересно, вот. Мы в школе очень любим библиотеку, потому что мы очень любим читать. Из-за этого мы всегда ходим в библиотеку и познаем новую литературу и новый мир. Если мне задают какими предметы по литературе, я прихожу в школьную библиотеку, потому что она рядом. В библиотеке очень приятно находиться, очень атмосферно, также очень добрая библиотекарь Юлия Александровна. Она всегда даст любую книгу и подскажет, какую лучше выбрать себе. Шелест страниц и особый аромат книг не смогут заменить современные гаджеты. Библиотека в эпоху информационных технологий по-прежнему остается центром знаний, а его сотрудники – верными проводниками в мир знаний и приключений. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Оставайтесь в курсе главных новостей с Якутии-24 НВК Саха. Мы следим за развитием событий. Всего доброго и до встречи в эфире.